بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي ولا اعتصام إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أما بعد. Вспомним несколько аятов из суры Аль-Вакиа. Аль-Вакиа — это 56-я сура по счету. Аллах говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين». Аллах спрашивает: «Афараайтум, неужели вы не видели аль-маа, воду, аллади ташрабун, которую пьете? А антум анзальтуму, вы ли спустили ее миналь музни, из облаков? Ам нахнуль мунзилюн, или мы являемся теми, кто спускает ее? Или вообще в целом, кто спускает? Аллах спускает не только воду, но и многие другие вещи. Лау нашау, если бы мы захотели, джа'альнаху, то сделали бы ее уджаджан, горькой, соленой. Фалауля ташкурун, так неужели вы не будете благодарными? Каждый день мы пьем воду, используем ее для омовения и для других целей. И Аллах Тааля побуждает нас, конечно, не проходить мимо этого, смотреть, наблюдать, размышлять, анализировать. Вода – очень удивительное творение Аллаха Джалля Джалялю. В чем его удивительность? В том, что она идет оттуда, сверху, с небес. В другой суре Аллах говорит: «Вафис самай ризкукум вама туадун». На небе ваш удел и то, что вам обещано. И под словом удел ученые дают толкование как вода, как риск. Если не будет воды, не будет удела, не будет урожая. И вода, она самый лучший или один из лучших растворителей. Вода, говорят, камень точит. Капля за каплей вода действительно камень точит. И руки мы моем, например, тело свое моем, очищаемся. За счет чего? За счет воды, потому что она растворяет вот эту грязь и уносит с собой. И, кстати, оказывается, не только физическую грязь, но и духовную. Потому что Расулуллах алейхиссалям сказал, что с водой или с последней каплей воды уходят грехи, которые мы совершили во время омовения. Но вот когда она идет с неба она идет, почему-то она ничего не растворяет там. Потому что в небе очень много пыли, очень много грязи, очень много каких-то, как их называют, там, атмосферных загрязнений, в общем, мусор всякий. Машины наши дымят и так далее.
Но вода оттуда приходит дистиллированная, чистая-чистая, ничего с собой не смешивает. Вот это чудо, это интересное явление. Если бы Аллах говорит, мы захотели, то вода, когда спускается оттуда с неба, все бы это растворяло собой и пришла бы вам как такой грязной, но она приходит чистой. Неужели вы не будете благодарить за это? И когда Расулуллах алейхиссалям пил воду, говорил: «Альхамдулиллахи аллади сакана азбан фуратан бирахматихи, валям яджальху мильхан уджаджан бидунубина». Хвала Аллаху, который напоил нас сладкой водой, пресной водой и не сделал ее соленой и вот такой горькой, которая здесь упоминается в аяте уджадж, горькой. Бидунубина, из-за наших грехов. Аллах Та'аля милостив. Аллах Та'аля милостив. Вот, поэтому обязательно вот эти явления, которые в жизни происходят, надо за ними наблюдать, смотреть, анализировать. И, иншаллах, через это понимать, насколько Аллах к нам милостив, благодарить Его, и Он обязательно еще больше даст. «Валяин шакартум лазиданнакум, валяин кафартум файна адаби лашадид», говорит Всевышний. Если будете благодарными, мы обязательно увеличим. Если будете неблагодарными, то знайте, что наказание наше сурово. Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаляму расулилля. Аллахумма джальна минаш шакирин, Аллахумма джальна минат таввабин, Аллахумма джальна миналь мутатаххирин. О Аллах, сделай нас из числа благодарных, из числа кающихся, из числа очищающихся. Аллахумма асқина биядихи шарифати шурбатан ла назма ба'даха абада, вадхилна аль-джанната ма'аху, وارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه وأدخلنا الجنة معه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد